Всем привет! Меня зовут Виктор Игнатьев. В мире фотографии я зовусь Виктором Сафраном. О чем рассказывать? Я начал фотографировать в феврале этого года. То есть я пришел в фотостудию Лофт, лучшую фотостудию в городе. Типа, здравствуйте, меня зовут Виктор. Возьмите меня работать. У меня нет портфолио, но я в себя верю. И надеюсь, что вы в меня тоже поверите и возьмете меня. И они меня взяли, черт возьми, меня взяли на работу. Довольно долгое время я был ассистентом фотографа, я наблюдал за работой. И потом со временем мне доверили взять фотосессию первую. Я так гордился этим результатом. Типа, черт возьми, чуваки, да я просто талант. О, нет, это реально сделал я. Потом, спустя некоторое время, я посмотрел на эту фотосессию и... Вот. Классика, это классика. Сегодня мы собрались, чтобы устроить команде ветви фотосессию. И чтоб я рассказал о полезных лайфхаках, как же сделать максимально уютную новогоднюю фотографию. Огней много не бывает. Старайтесь использовать как можно больше гирлянд, особенно у объектива. Берете гирлянды, берете камеру и тыкаете их около объектива, и чтобы на фоне была такая яркая елочка. Второй лайфхак. Можете взять А4, да вообще, да хоть картон, вырезаете его по форме объектива и посередине вот этой вот круглой штуки вырезаете любую форму. То есть это может быть звездочка, сердечко, ромб, треугольник. Получается, когда вы будете фотографировать вашу модель, то на фоне, типа ваш БК, вот эти вот огни, они будут сердечко и все дела. Это очень клево. Лайфхак номер 3. У меня очень короткие пальцы. Лайфхак номер 3. Ну, на самом деле, пальцы ничего не решают, как и размер ноги. Будьте девушкой, потому что если вы девушка, и на вас такое клевое, пышное платье, то вы можете взять и зафигачить гирлянду под платье. Лайфхак номер 4. Использовать поменьше осветительных приборов, потому что Новый год все-таки ассоциируется с таким домным освещением. Допустим, я использую один источник освещения и таким образом стараюсь придать фотографии максимально больше атмосферности. Лайфхак номер 5. Вернемся к гирляндам. Как я говорил ранее, гирлянд много не бывает, поэтому старайтесь использовать их как можно чаще у объекта. Пусть ваш человек берет эти гирлянды в руки, наслаждается их компанией и просто смотрит на них максимально волшебным взглядом. Фотографии будут очень уютные, я вам это гарантирую. Уютными, как мой костюм. Я, допустим, мне кажется, я пришел сам к вазелину. Фотографы у меня спрашивают, как ты добился этого эффекта задумленности. Я такой, вазелин. То есть вы берете объектив, берете вазелин и намазываете его на объектив. И получается очень клевые такие затуманенные фотографии в стиле ретро. А я могу эту информацию рассказывать? Потом типа все будут так делать, и я такой, ну окей. Ну да, ты только что продал все свои секреты. Да. В общем, когда я начинал фотографировать, я очень часто думал о канонах фотографии, о золотом сечении, о том, как должен объект расположен в кадре. На самом деле это важно, но правила, на то они и правила, чтобы нарушать их. Поэтому никогда не бойтесь их нарушать. Это очень важный совет для начинающих фотографов и вообще для всех. Нарушайте правила. Фотографии получаются довольно интересные. И, возможно, многие эти фотки захейтят. Скажут, типа, ну, камон. Но также найдутся и люди, которым понравятся эти фотографии и скажут, мы хотим такую же фотку. Я всегда стараюсь как-то поэкспериментировать и сделать из этого процесса не просто типа пощелкал и да, спасибо, до свидания, а я стараюсь полностью отдаться этому процессу и сделать так, чтобы клиент почувствовал всю эту атмосферу творчества и любви к фотографии.
Спасибо, что посмотрели этот видосик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте и подписывайтесь на канал. Надеюсь, я тут буду появляться время от времени. Всем пока! Соргор биһиги кораппытыгар тохтасылыллах үчүгө сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр-өйдүр табарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорукка сөп. Манна арас элбе хайгага бээн кыйккын кырдыры хүн сөп. Алоккор ханнык солу тутухарын бэйэгыттен тутулуктах. Экономика Онна менеджмент Восточно-Сибирского института. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках.